Отец Александр, есть ли какая-то градация по тяжести греха? Да, несомненно, грехи имеют степени. Многие люди, даже далекие от церкви, слышали про так называемые 7 смертных грехов. Однако такая градация, скорее всего, свойственна западной церкви. В восточной патристической традиции такого нет. Мне хотелось бы процитировать вам стихи из первого послания апостола Иоанна. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Апостол Иоанн говорит как раз о такой градации, что есть грехи к смерти, такие, которые полностью изменяют, искажают духовную жизнь человека и делают ее невозможной. Это, как у апостола Павла сказано, ни пьяницы, ни блудники, ни клеветники Царство Божие не наследуют. То есть грехи, которые разлагают или свое собственное тело, как грех блуда, потому что блудник грешит против собственного тела, или грехи, которые могут уничтожить жизнь другого человека, такие как кражи, воровство. Вот сейчас я считаю, что грехом к смерти является мошенничество, когда людей телефонные мошенники обкрадывают, обворовывают. Это именно воровство. На такие суммы, на такие деньги, что люди приходят и даже сводят счеты с жизнью. За такие вещи, если человек даже и кается, то до конца дней своих он не отмолится, потому что это большой грех. И, конечно же, надо возместить человеку, которому принесено такое страдание или такой ущерб. Поэтому, да, конечно, грехи имеют градацию. Повседневные наши, где-то мы кого обсудим, поругаем, злословим, сквернословим. И такие грехи, которые грехи всей жизни, можно сказать. Человек живет во грехе и сам не осознает, как этот грех его разлагает.